Сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о выставке бурятского художника Зарикто Дорджиева. Выставка называется «Повелитель снов», и я приглашаю вас в это увлекательное путешествие вместе со мной. В первом зале нас встречает панно «Вечная жизнь и вечная битва». Это панно исключение из всей экспозиции, так как это единственное неживописное произведение. Как видно из названия, «Вечная жизнь» – это размышление о продолжительности жизни и о попытке сохранить эту жизнь как можно дольше. «Вечная битва» – расположенные в ряд боевые маски, изобрала знак времен и цивилизаций и эпох, которые защищали лицо воина в боевых походах и в сражениях. Коллагеновая маска в центре панно защищает лицо в современном мире. Художник подошел к этой теме с толикой юмора. Работа «Дневник Джульетты» является очень важной для художника. Здесь он впервые начал применять технику, которую называл «слои», когда акриловые краски наносятся слоями по задуманной режиссуре, а затем скрываются с помощью шлифовальной машинки, благодаря чему возникают заранее непредсказуемые цветовые переходы и неожиданные всплески. Впоследствии он начинает использовать эту технику достаточно активно. Это можно увидеть, если проследить по работам, которые продолжают эту технику. И второй момент в этой картине – это женский персонаж, который является главным героем этой картины. Он обращен в анфас к зрителю и обнажен в буквальном смысле. Благодаря стечению таких обстоятельств картина стала важной и ключевой, после которой у него появилось несколько направлений, в которых можно развиваться дальше. Давней традицией в творчестве Зарикто являются так называемые ремейки, когда художник переделывает любимое произведение со своим авторским подходом и с авторским переосмыслением. Таких работ немного, и Пиета – одна из ярких таких работ. Это, естественно, дань уважения великому Микеланджело и его всеми известному произведению, которое скульптурное произведение. Но художнику было легче и понятнее подойти к этому произведению с живописной точки зрения. Серия работ «Госпожа» является сквозной в творчестве художника, и 4 работы, представленные в этом зале, являются лишь небольшой его частью. Каждый раз, возвращаясь к этой теме, художник подходит к ней по-разному, с новыми техниками и с новыми элементами. В данном случае представлены работы в декоративной манере исполнения с изобилием орнаментов, фантазийных элементов и золотой фольгой. Сам образ силуэт родился на основе переработанного образа бурятского женского головного убора и олицетворяет женское начало и отсылает к традиционной культуре, основанной на матриархате. Вся выставка разделена на 3 зала, и в первом зале основной акцент сделан как раз на женские образы, где идет размышление о природе женской красоты, о ее воздействии также на глобальные проблемы. У его загадочных красавиц гипнотическое обаяние, мать, госпожа, возлюбленная, муза. Какую бы ипостась художник ни выбрал, они так и остаются манящей тайной. Картины из серии «Госпожа» также напоминают о колорите бурятских и монгольских национальных костюмах. Далее мы видим серию работ в ее снах, в глубине и молчании. Картины в ее снах и в глубине взаимно дополняют друг друга, символизируют женское и мужское начало, образуя целостную пару, как инь и янь. Многослойность живописных образов создает оптические иллюзии движения, глубины и объемности. Мужской портрет в глубине заполнен изображениями, которые ассоциируются с мужественностью и силой. Лес символизирует связь с природой и дико нетронутой энергией. Доспехи говорят о готовности к битве и защите. Черепа напоминают нам о бренности жизни и непостоянстве всего сущего. Мужской образ в работах Зарикто – это всегда воин и кочевник, который находится в постоянном движении с внешним миром, сильный и решительный человек.
Огромный фантазийный портрет в ее снах, в котором вы можете увидеть женский образ, который наполнен изображениями цветов, символизирующих женскую энергию, красоту, щедрость жизни и скоротечность ее циклов. В своих авторских работах Зарикто очень часто делает отсылку к Калачакра-мандале. Это такое буддийское учение «Колесо времени» о взаимодействии человека и Вселенной. Осознанный путь художника – быть постоянно изменчивым. Так говорит о своем творчестве Зарикто, который вырос в атмосфере творчества. Его родители оба были художниками, и он с детства придумывал что-то свое, переносил на бумагу впечатления от прочитанных книг, погружался в их атмосферу и четко понимал, что он должен придумать нечто, что поразит мир. Доржиев никогда не останавливался на достигнутом. Получив великолепное академическое образование, он решился выйти из классической парадигмы в поисках собственного языка. Его творческий метод существует на стыке академической традиции и бурятской культуры. В своих произведениях художник отражает буддийские национальные мотивы. Общая концепция художника – наблюдать за течением жизни, пропускать через себя происходящее вокруг, придает осмысленность каждому действию и поступку. Зарикто Доржиев по-настоящему творческий человек, и его творчество давно вышло за границы одной культуры. Он создавал костюмы для фильма «Монгол» Сергея Бодрова, оформлял посуду для саммита БРИКС, а его картины украшают государственные коллекции и частные собрания по всему миру. Также участвовал в работе над кинофильмом «Дом солнца» режиссер Гарик Сукачев, и еще иллюстрировал несколько книг, в том числе книга «Жестокий век» Исая Калашникова. Картина «А ты ревнуешь» – это парафраз знаменитого полотна Поля Гогена, который французский импрессионист создал в свою первую поездку на Таити. Таинственная красавица, смотрящая в полоборота, как будто ведет диалог с кем-то невидимым, и нам остается лишь догадываться о его содержании. Женские образы в картинах Зарикто очень часто обнажены, но, несмотря на это, нет в картинах ни грамма пошлости, наоборот, одна чистота, красота и удивительная нежность. В его картинах чувствуется любовь и уважение к женщине.
В работах художника волосы всегда выходят на первый план, так как являются важной частью и силой женской красоты. Они создают динамику движения, передают атмосферу и даже погоду. Художник был подкован в теории кочевников Средневековья. Он представлял, как должны выглядеть костюмы тех героических всадников. Около 1,5 месяцев он прожил в мастерской Даши Намдакова в Москве и без конца рисовал эскизы к фильму «Монгол». Проводил референсы из литературы и кино через собственное воображение и создавал образы. Среди картин Зирикто Дорджиева есть те, при создании которых, кроме традиционных красок и материалов, он использовал ткани и драпировки. Как говорит сам художник, однажды ему стало скучно и захотелось шума, эмоций и ослабить полный авторский контроль над произведением. А в том, как ткань, брошенная его рукой, ложится на живописный холст, всегда есть моменты непредсказуемости и неконтролируемости. И повторить ни одну из картин практически невозможно. Художник всю жизнь погружен в свой фантазийный мир, и неважно, сколько ему лет, он постоянно шагает через границу между мечтой и реальностью. У взросления есть привкус грусти и одиночества, потери способности путешествовать между этими мирами и видеть больше. Итак, мы переходим во второй зал. Во втором зале сконцентрированы детские темы, и мы погружаемся в мир детства. Встречает коллаж. Я не сразу поняла, что это он, только внимательно приглядевшись и увидя кусочек бумаги, который отклеился. Только тогда понятно, как это сделано. Удивительно реалистично переданная картинка. И самое главное, она передает состояние спящего человека, которого хочется накрыть теплым одеялком, погладить по голове и оставить в сладких снах. Помимо личных ностальгических ощущений, здесь, конечно же, Зирикто Дорджиев передает свое наблюдение за собственными детьми. Однако все темы, которые мы увидим в этом зале, они все взрослые. Но мы с вами будем смотреть на них глазами детей. Часто говорят, что художники, они как дети. Они часто сохраняют свой непосредственный, радостный взгляд на вещи, не зашоренные взрослыми установками. Очень часто в своих работах Зирикто рисует образ своей дочери. Вначале он рисовал свои детские воспоминания до момента, пока у него у самого не появились дети, дочь и сын. Теперь в его работах можно видеть не только безмятежность и детскую непосредственность, но и его отцовские переживания, касаемые своих детей, какие страхи они встречают на своем пути, что их ждет в будущем и с чем предстоит столкнуться. Их взросление, их переходный возраст и все, что с этим связано. Не просто одно розовое облачко, а проблемы и переживания ждут детей. И это все видно в картинах Зирикто. «Сказка абрикосовой рощи» – это баллада детства, попытка зафиксировать ускользающее, вечно меняющееся детское состояние. С точки зрения наблюдения родителя по отношению к своему ребенку, на картине за редким исключением можно заметить, что в реалистической манере изображена конкретная девочка.
Это портрет дочери, когда ей было 9 лет. Чисто отеческая попытка зафиксировать тот момент, то ощущение сладкого сказочного детства и попытаться сохранить его как можно дольше. Вечерние сказки перед сном, истории с детства, рассказанные ребенку, они рождают новый сказочный мир. Поэтому захотелось запечатлеть это в каком-то быстром моменте, говорит Зерикто. Картина кажется не совсем завершенной, в этом есть определенная доля задумки. Дочь приходила со мной на открытие выставки, и, наверное, в этом есть важный момент присутствия уже взрослого ребенка рядом с этой же картиной, на которой она зафиксирована много лет назад. В серии картин «Пломбир» тоже фигурирует одна и та же девочка. В этих картинах легкая ирония, мягкая грусть и улыбка. Моменты, которые мы хотим сохранить в себе. Запах мороженого в летний день, липкие пальцы и радость от простых вещей. Невозмутимые ребята готовы реализовать нереализуемое. Детская игра неумолима и безжалостна к окружающему миру. Она не терпит фальши и отступлений. Игра не может быть остановлена лишь по твоей прихоти. Ей не помеха время, холод и голод. Ты полностью в ней и никак не наполовину. Рассказывающая о детских играх, картина под названием «Неудержимые», погружающая нас, уже взрослых людей, в бесконечный мир игр, воображаемых игр, воображаемой вселенной. Для Зерикто является очень важной работой, и в ней сошлись основные, трогающие его на тот момент важные вопросы, и сама работа является основополагающей для дальнейшего создания многих вещей под общим названием «Неудержимые». Впоследствии появился ряд скульптур этих же персонажей, а в данное время происходит разработка анимации. Есть небольшие литературные произведения, которые в дальнейшем соберутся в единую книгу. Картина «Fragile» в переводе с английского означает «хрупкий» или «ранимый». Она показывает нам двух мальчишек в подростковом возрасте, в том возрасте, когда они особенно ранимы. Они готовы на все, они сорвиголова, могут совершать глупости и совершать большие ошибки. И несмотря на это, они остаются маленькими мальчиками, которым нужна защита. Картина поражает своей проработанностью в деталях. Учтены все моменты. Наличие малярного скотча меня, конечно, улыбнуло. Именно этот материал я часто использую в своих работах. Ранка на руке показывает тот возраст, в котором они находятся. Не бывает лета без разбитых коленок и без царапин. Именно такие мальчики становятся героями его картин. И мы потихонечку приближаемся к картинам в черно-белой цветовой гамме. Специально для Зерикто был придуман новый термин – баджра-панк. Эти картины занимают особое место в работе художника. Они отражают его авторский стиль. Название возникло 5 лет назад. В индуизме ваджра – это ритуальное оружие, которое создали для бога Индры. С его помощью он боролся с асурами, темными силами. А в буддизме ваджра воплощает силу и твердость духа или борьбу с невежеством. В свою очередь, бунтарский стиль панк несет в себе хаос и разрушение, но одновременно и новую энергию.
Этот дуализм позволяет трактовать Ваджрапанк как соединение несоединимого, единство противоположностей. В то же время этот термин отражает саму суть художника. Он естественным образом соединяет высокую духовность и бунтарские порывы, тяготение к классике и желание обрести новую эстетику. Серия работ Ваджрапанк – это размышления на тему реальности, мифологии, истории, где художник попытался стереть границу между этими понятиями и попытался рассуждать в каком-то едином вселенском пространстве, где смешалась буддийская мифология, европейская, греческая, и те образы, которые вдруг слились в каких-то композиционных художественных решениях, вдруг начали обретать для него явный четкий силуэт. Эта серия продолжает развитие в неожиданных интерпретациях. Сама серия началась с черно-белых поисков, и в дальнейшем она обретает цвет. Работы из серии Ваджрапанк разрушают узнаваемые образы и предлагают взглянуть на них под новым ракурсом. Например, в картине «Утро богини» медуза Гаргона с помощью ножниц укрощает непокорные волосы змеи. А героиня, бегущей в сумерках, спеша куда-то в час, когда по поверьям грань между привычным и потусторонними мирами становится тонкая, роняет прозаическую кроссовку. На картине Ваджрапанк изображена изящная фигура Дакини со множеством рог и повернутая к нам спиной, плывущая среди облаков. Ее тело испещрено различными узорами, а вокруг фигуры также размещены мифологические ритуальные образы, человеческие черепа и кости. На черном фоне выделяются наброшенные на тело белоснежные накидки, что может намекать на истинное назначение этого существа, воплощение женского начала и носительницы высшего знания. В зале номер 3 мы видим уже более динамичную, более глубокую и наиболее контрастную экспозицию. Она завершает выставку и является квинтэссенцией стилевого понятия Ваджрапанк, по мнению художника. Как мы уже поняли, художник воспевает женскую красоту, но на большинстве его работ женщины написаны со спины или в полоборота. В серии картин «Салон красоты» героини изображены анфас. В этом есть ирония, переосмысление бьюти-бума, новых трендов с мультимаской, ироничное, но нежное отношение к женским ритуалам. Доржиев подчеркивает, творчество – это бои местного значения, совершающиеся на холсте. В этом сражении с хаосом художник пытается обуздать и упорядочить его. Но важен не только результат, появление новой работы, но и сама битва, которая в конечном счете ведет к поиску красоты и гармонии. Картина из тьмы отличается от всех остальных картин. Несмотря на большие размеры, картина очень камерная и глубоко личная. Здесь затронулась тема внутренней связи со своими детьми, в частности, со своим сыном. Отеческое отношение к сыну и его попытка понять его жизненную линию, его характер, его отношения. Первоначальное название картины было «Рождение», но оно не отражало всей сути. И тогда художник поменял его на название «Из тьмы», которое приносит новые краски и появляется больше вопросов. Это отеческое восприятие о том, что и как будет с твоим будущим ребенком, насколько сильно он несет твою кровь, твой изначальный посыл
и твое стремление совершать какие-то интересные вещи и поступки в этом мире, и насколько это совпадает с твоим отношением к миру и его отношения. Картина прощания. Взглядитесь, и вы увидите, что дерево – это не совсем дерево. Все в его работах – загадка, и открываются эти тайны лишь при внимательном рассмотрении, но иногда не с первого раза. Картины «Неприходящая ценность пустоты» и «Экзистенциальная терапия» задуманы художником как диптих, переосмысление устоявшихся понятий в подростковый период, когда молодые люди начинают отрицать достижения предыдущих поколений, взрослых принципов. Отрицание значит уничтожение. Сжигать абстрактно, метафизически, с буддийским восточным видением уничтожения. Создание пустоты через отрицание и уничтожение порождает необходимость заполнить освободившееся пространство чем-то новым, чем-то своим. Поменьше света, чуточку поменьше. Еще не день, но темень позади. Туман ковыльный на слезах замешан, и нежность звезд уже в цветах лежит. Продлись мгновение откровений смерти, той самой грани, где душа молчит, где черно-белый мы вычерчили нервы. В творчестве Доржеевой часто встречается сюрреалистическое, магическое освобождение мужской головы от тела и ее движение в космическом пространстве. Это превращение парадоксально обозначает больные или тревожные состояния. Картина «Нарцисс» про внутренний мир, про самокопание. Периодически художнику требуется перезагрузка. Такой подход – это некое обновление внутренних файлов. И этот подход визуализировался именно таким образом. Внутри оказалось сказочно-мифические заросли райских цветов, джунглей, из которых любопытными глазами во все стороны смотрят некие сказочные мифические персонажи, благодаря которым, наверное, и складывается как мозаика, как пазлы, вся картина мира. Картина «12 демонов внутри» – это попытка взглянуть на свои внутренние страхи, фобии, на неуверенность, какие-то другие негативные ощущения и воспоминания, взглянуть в лицо в буквальном смысле, изобразив их перед собой на холсте. В психологии есть такой метод обращения, когда вы обозначаете проблему вслух и пытаетесь описать ее.
Она становится понятной, осязаемой и при этом очень простой, благодаря чему вы можете легко ее преодолеть. Зарикто со своим ироничным отношением попытался подойти к этой проблеме по медицинскому учебнику, изобразив внутренние фобии, расположив их в ряд и дав каждому обозначение. Например, один из персонажей – перевернутое лицо. Это персонификация боязни чистого листа. Даже у Зарикто присутствует этот страх, знакомый каждому художнику. Человек носит маску в картинах, скульптурах, рисунках Зарикто Доржиева вовсе не потому, что ему нужно скрыть настоящее лицо. Дело в том, что настоящее лицо полностью совпадает с маской. Это и есть атрибут традиционной мифологической культуры с ее масками. Серия живописи и графика «Анима» включает в себя 4 работы – «Оазис», «Цветение», «Течение» и «Пробуждение». Никто толком не знает, откуда в голове берутся мысли. Обычно кажется, что они рождаются прямо в ней. Из плодородной почвы всевозможных впечатлений произрастают густые заросли воспоминаний и причудливые цветы воображения. Иногда они начинают вибрировать, как будто в голове дует ветер. Из вибрации рождается мысль, настолько живая и наглядная, что ее можно принять, например, за женщину. Она спокойная, как во сне. Ее внезапное появление сначала удивляет художника, но потом он постепенно так свыкается с ее присутствием, что принимает ее за образ собственной души. Но в какой-то момент женщина, будто бы еще не совсем проснувшись, бежит из головы прочь, неизвестно куда, чтобы освободить место для новой мысли. На этом путешествие по выставке заканчивается. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк и пишите комментарий, что больше всего вам запомнилось, понравилось или впечатлило. Не забывайте подписаться на канал, ведь впереди еще не только интересные обзоры, но и интересные видеоуроки.